Здравствуйте, дорогие Овны! Сегодня у нас будет прогноз на неделю с 14 по 20 апреля. Мы посмотрим ваши события. Прогноз можете смотреть по солнечному знаку, по асценденту, по лунному знаку. Так вы найдете больше подсказок. Не забываем оставлять комментарии, как проигрываются данные прогнозы у вас. Ну и, конечно же, обязательно ставим лайки для обмена энергиями. Итак, Овны, ваш прогноз. Якорь говорит о том, что вы или что-то закончите, благополучное завершение чего-либо, или может быть, остановка в чем-то. О чем это? Это остановка. Это связано с женщиной. Нет, это будет благополучное завершение. Благополучное завершение, а потом будто, знаете, как успокоились все. Так, может быть какое-то знакомство, свидание. Также может быть поход к докторам. Поход к докторам и сплетни со стороны кого-то. Либо подлость, коварство со стороны какого-то человека. Будьте внимательны, может быть обман, подлость, сплетни. Общение с человеком не особо приятным. Интимная связь, либо кто-то захочет просто отдохнуть. Отдохнуть, болезнь, может быть болезнь, потому что общение с докторами тоже как вариант есть. Удача. Временная разлука. То есть может быть поездка не туда-обратно. Не на долгие расстояния. Он не на долгий, не на длинный срок и не на долгий срок, не на длинное расстояние. Любовь, морковь. Знакомство, примирение, свидание. Ну, это у нас тут две карты уже выпало. Дальше. Успокойтесь или опечалитесь. Давайте посмотрим. Есть надежда на то, что все разрешится достаточно положительно. Давайте посмотрим. Вы успокоитесь или опечалитесь? Надежда на что? Успокойтесь, все разрешится благополучно. Поход по казенным домам. Ну, может быть, как раз вот посещение больницы, поликлиники. Ну, или какие-нибудь другие казенные дома. То есть это все государственные учреждения. Итак, давайте подытожим, что у нас тут получается. События у нас начинаются вторник, среда, где-то так. Благополучное завершение какого-то дела, вы успокаиваетесь. В некоторых моментах это может быть остановка, но остановка связана, скорее всего, что с болезнью, да, беготня по казенным домам, то есть может быть поликлиники, больницы, какие-то
медучреждения, как вариант. В других случаях есть надежда на выздоровление, да, то есть надежда на выздоровление, положительное разрешение исхода. В любом случае ситуация разрешима, да, то есть вы выздоравливаете. Дальше, в других моментах это что-то останавливается. Есть остановка из-за, может быть, вот беготня по казенным домам, но в любом случае благополучное потом завершение будет, да, то есть казенные дома — это любые государственные учреждения, в том числе и все, что связано с документами, бумагами и обучением или учебой. Здесь у нас все благополучно. Так, дальше. Может быть, ребенок заболел, да, то есть здесь вот остановка именно с этим. Может быть, или вы, или ребенок, да. Дальше. Общение, знакомство с какой-то некой особой. Может быть, скорее всего, это женщина или мужчина высокий, худой. У некоторых это может быть отношения, любовь, примирение, свидание. Случайно познакомились, но это, знаете, как человек приехал, уехал, да, какой-то командировочный, не знаю, или человек заезжий, допустим, что-то такое. Дальше у некоторых это может быть командировка или поездка туда-обратно, не на далекие какие-то расстояния, скорее всего, на близкие расстояния. У некоторых также может быть примирение, общение с каким-то человеком, примирение, общение, вот если работа, бизнес, то здесь общение с каким-то человеком, который поможет решить вам какие-то вопросы ваши. Здесь есть удача у нас. Так, ну и надежда оправдается, поправятся какие-то ваши дела. Так, ну вот такой для вас прогноз. Всем спасибо за просмотр, лайки, комментарии. Всем пока-пока.